Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... Скоро Кыргызстан отпразднует 30 лет своей независимости. 31 августа Кыргызстан будет отмечать свой 30-летний юбилей независимости. За это время произошли серьезные перемены во всех без исключения сферах государства, благодаря чему республика до сих пор считается демократической и свободной страной. В дополнение к этому можно сказать, что Кыргызстан знаком миру не только своим стремлением к построению истинной демократии, но также выдающимися достижениями граждан республики в различных сферах. Спасибо за ваше внимание к Ассамблее народа Кыргызстана, в том числе ко мне. Я пользуюсь при вашем присутствии поздравить многонациональный народ Кыргызстана предстоящим большим юбилеем, 30-летием независимости нашей страны. Это, казалось бы, не совсем большой срок с точки зрения большой истории, но, тем не менее, если кто умеет ценить время, это достаточный срок для того, чтобы встать на ноги, заявить о себе, не только соседям, но и мировому сообществу. Я с удовлетворением хочу отметить, что за эти 30 лет наш Кыргызстан прошел достаточно сложный, противоречивый, но в целом позитивный путь развития, благодаря чему мы стали полноправным членом мирового сообщества. Это самый, может быть, наш главный успех, главное достояние. Я здесь вижу благоприятные моменты. Во-первых, это стало возможно благодаря сплоченности и единству всего нашего многонационального народа Кыргызстана, которых у нас в целом считается где-то более 80, среди них разные, кроме кыргызов, узбеки, братья, русские, таджики, азербайджанцы, татары, башкиры, корейцы и другие. И в этом есть и определенная доля Ассамблеи народа Кыргызстана. Кстати, Ассамблея тоже в скором времени, где-то через несколько лет, точно через 3 года, будет отмечать свое 30-летие. Во-вторых, за эти 30 лет наше молодое государство достигло определенных успехов в политической, экономической и духовной сфере. И главным образом мы, кыргызстанцы, были в авангарде демократических преобразований, политических реформ, а также были впечатляющие достижения в сфере духовной культуры. Впервые в рамках и поручений ООН мы отмечали тысячелетие нашего великого эпоса Манас. Потом отмечали 300-летие города Ош, а также 100-летие, вернее, точнее, нашей государственности. Не всякие наши соседние государства смогли достичь таких успехов. Но, тем не менее, были у нас ошибки, заблуждения, трудности большие, особенно в плане экономики. Я всегда это отмечаю ради объективности. Вот если бы мы столь же усердно работали в сфере экономики, у нас такого состояния не было. К сожалению, были просчеты, сделанные нашими бывшими руководителями. И, скажем, по сравнению с Азербайджаном или с Казахстаном, вот, наши экономические достижения не столь впечатляющие, я всегда откровенен. Поэтому я радуюсь нашим отдельным успехам. Много думаю как раз о том, чтобы мы столь же сплоченно работали над повышением уровня жизни народа, а для этого надо поднять экономику, надо стремиться к новым инновациям, особенно надо побольше привлечь инвестиции ради полезных дел, а не для съедения. Поэтому я
в эти праздничные дни поймать мысль одного великого человека, который сказал, что лучший способ отмечать праздник – это надо трудиться. Вот я призываю наш многонациональный народ еще более сплотившись, взяться за рост экономики, за улучшение жизни народа. А это главное мерило. Я думаю, в предстоящие годы должны быть вне политики, мы должны быть всегда проявить стабильность, согласие, присущее нам, и главное образом двигать экономику. Я хочу это особо подчеркнуть и пожелать нашему народу. А так, всем вам здоровья, тем более мы за эти 1,5 года много пережили из-за пандемии. Не дай Бог, чтобы она длилась еще дальше. Ну, благодаря вакцинации и другим принятым мерам, слава Богу, сейчас положение чуть-чуть стабилизировалось. Не только у нас, но и в соседних странах. Я желаю еще раз нашему народу здоровья и благополучия. Уважаемые соотечественники, таким был непростой период становления и обретения государственности Кыргызстаном. И страну, и ее граждан ждут большие победы и хорошие события. Уважаемые соотечественники, уважаемые коллеги Ассамблеи народа Кыргызстана, Общественное объединение азербайджанцев, проживающих в Кыргызской республике, искренне поздравляет вас с национальным праздником Днем независимости Кыргызской республики. Желает вам здоровья, успехов, счастливой и благополучной жизни. 31 августа – великая дата, знаменательный день, день торжества нашего народа, который сумел воплотить в жизнь свою заветную мечту, многовековую мечту своих предков и добился независимости. Независимость – это самое большое богатство, самое большое счастье для Кыргызстана. Независимость – это драгоценность для Кыргызстана. Ценнее, чем независимость, ничего нет. Получение независимости произошло по естественной причине в результате распада Советского Союза. За годы независимости мы пережили многое и вместе его преодолели. Наша главная задача – сохранить мир и спокойствие в стране и приложить максимум усилий для экономического развития и стабильного роста нашей республики. Главным показателем независимости является рост благосостояния кыргызстанцев. Пусть Всевышний благословит наш Кыргызстан. С Днем независимости! Мы, руководители медиахолдинга «Пирамида» и медиа «Туркел», поздравляем всех кыргызстанцев с Днем независимости. Желаем согласия и спокойствия нашему Кыргызстану.
Переход к обществу знаний требует наличия творческих сотрудников, создающих новое и иное, а не просто улучшающих качество существующих продуктов. Формирование таких сотрудников предполагает иную систему образования. В школе и университете преподаватели призваны развивать творческие способности, учить не знать, а прежде всего понимать. Сегодня в нашей программе мы познакомим вас с одним из самых выдающихся советских ученых. Каждый раз, когда мы встречаемся и разговариваем с ним, душевно расслабляемся и отдыхаем духовно и морально. Мы обретаем что-то новое в жизни. Кто этот мудрый аксакал в нашем обществе? Ректор, доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник образования Кыргызской Республики. Владеет 5 языками. Это экс-замминистра образования и науки Кыргызстана Борис Хамитович Кубаев. Уважаемые телезрители, вы знаете, что в Кыргызстане сегодня существует 67 вузов. Недавно провели опрос анкетов, и наш уважаемый аксакал, ректор ИСИТа, профессор, доктор Борис Хамитович был выбран лучшим ректором Кыргызстана. Вообще вы задали тяжелый вопрос, мне неудобно отвечать. Но откровенно сказать, как эта методика определяла, кто лучший, не знаю. Для меня это тоже была неожиданность. Наверное, по итогам работы за многие годы. Я проработал в системе высшего образования 54 года. Я был в 9 странах, работал, но нигде не был туристом. Может, вот эти какие-то показатели все вместе собрали. Я очень благодарен, кто оценил так высоко. Вместе с этой оценкой я осознал, что мне надо еще больше прибавить в работе. Благодарю всех, кто решил, что это высокое звание нужно дать мне. Я очень благодарен. 80, может 90% приняли с благодарностью и аплодисментами. Звонили, приходили, руки жали и так далее. Но нашлись и несколько таких, которые, а почему ему? Я сказал, прежде чем ответить на вопрос «почему?», спросите себя, почему вам не дали. С этого надо начинать, а не почему мне дали. Я вас уверяю, для меня это самого было тоже неожиданно. Борис Хамитович, что вам вручили? Ну, что мне вручили, что можно больше вручить, чем всенародное признание. А так формально вручили значок, опубликовали во всех газетах, по радио, по телевидению, благодарность объявили. Я им тоже всем благодарен, особенно газета «Кыргызстан Туусо», она дважды опубликовала. Я думаю, человеческое признание – это лучший подарок, даже если бы мне подарили бы резиденцию или какие-то драгоценности, это не то. Так, вы сейчас только что отметили Кыргыз Туусо в газете. Тоже мы видим статья про вас на кыргызском языке. Студенттер Жапониядан тажрыба алmış Туршат. Об этом можете коротко рассказать? Речь о чем идет здесь? Вы задали трудный вопрос. На такой вопрос ответить коротко очень сложно, но я постараюсь. Наш институт ИСИТО с первого дня своего основания стремился установить деловые, творческие, научные и педагогические связи со многими странами, со многими вузами. На сегодня мы успешно сотрудничаем с Японией, где наши студенты, медики, проходят стажировку. Уже более 120 человек прошло. У нас такой же договор заключен с Германией, согласно которого 350 студентов должны пройти стажировку и тренировку в Германии. Мы сотрудничаем с Турецкой Республикой в Анталии. Правда, там поменьше людей, но сама специальность такая, ресторанное дело, там не может быть массы.
В 2003 году он стал основателем высшего учебного заведения Института современных информационных технологий и образования ИСИТО, который возглавляет по настоящее время. В 2009-2011 годах заместитель министра образования и науки Кыргызской Республики по вопросам высшего образования и науки. Борис Хамитович Кубаев – крупный ученый-экономист в области теории рынка труда. Им опубликовано 29 монографий и учебных пособий, более 150 научных статей. Он участвовал в научных конференциях, выступал с лекциями в вузах Соединенных Штатов Америки, Франции, Японии, Италии, Испании, Чехии, а также Польши, Исламской Республики Иран, Германии и Таиланда. В 2001 году Американский институт включил имя Кубаева в биографический справочник «Кто есть кто. Достижения 20 века». Недавно только провели международную конференцию, в которой участвовали 7 стран. Она проходила у нас. И этим мы гордимся, что центральной точкой отправки этой информации послужил ИСИТО. Об этом я хотел спросить. Там принимали участие Казахстан, Узбекистан, Россия и другие страны. И вам какое-то назначение было у вас? Ну, я бы не назвал это назначением, признанием нашего института. Естественно, меня, как, наверное, руководителя, отметили, что организована была эта международная конференция на хорошем уровне и полезная. Более того, после этого уже идет усиленная подготовка к следующей конференции. То есть первая попытка дала возможность расширять. Сейчас уже мы сотрудничаем с Россией, сотрудничаем с Узбекистаном, с Турцией, с Азербайджаном и так далее. Прямые контакты. Ну и при современном достижении, особенно информационных технологий, можно очень разнообразную, интересную работу и, главное, полезную. Студенты очень увлекаются, они смотрят и берут пример, что можно не обязательно только в одном соку вариться, а успешно развивать себя и свои знания. Борис Хамитович Кубаев удостоен золотой медали имени Нобелевского лауреата Леонтьева за выдающиеся исследования в области рыночной экономики. Президиум Международной академии творчества города Москва. В 2009 году кандидатура Кубаева выдвинута Международным конгрессом промышленников и предпринимателей в рамках программы «Лидеры 21-го столетия» на соискание международной награды «Интеллект нации» за весомый вклад в интеллектуальное развитие современного общества и высокие профессиональные достижения. Считанные дни сентябрь. Как сентябрь придет, новый учебный год. Вы на фоне пандемии как собираетесь начинать занятия? Телевизионные зрители правильно поймут, после того, что наши родители пережили войны, перестройки, в общем, все общественно-политические катаклизмы, нас пандемией тоже не очень напугаешь. Пандемия, прежде всего, от нас требует аккуратности, исполнительности и бдительности. Поэтому мы начинаем абсолютно спокойно по двум направлениям. Первое направление – так называемый offline education, и второе – online education. Какие группы как пойдут, это будет зависеть от направления, от предметов, от необходимости их демонстрации на экране. Но, в принципе, мы готовы. У нас в регионах 8 колледжей, и здесь у нас, значит, высшее образование. Все структуры ИСИТО готовы начать нормальный учебный процесс нового учебного года. Так выходит, что вы территории Кыргызстана, весь территории, где есть большие регионы, вы захватываете. Вы знаете, отвечая на ваш вопрос, хочу привести кыргызскую поговорку. Таш менен урганды, аш менен ур. Мы захватываем и будем захватывать. Наш принцип наступать
Даже умирая, надо упасть вперед, чтобы захватить 2 метра. Но мы наступаем с книгой, не с оружием. Мы наступаем со знаниями. Мы наступаем так, чтобы молодежь, которая на школьной скамье сидит, завтра она выйдет оттуда, чтобы они могли продолжить и вырасти на новый уровень. Сегодня не такое время. Ладно, не подготовлен, почитаешь, узнаешь. 1 неделя пропуска отбрасывает человека на 3 месяца назад. Вот это памятуем. Мы не молодежь зовем, приезжай в столицу, здесь расселяйся, здесь обучайся. Мы несем знания. И я гарантию, я осознаю, перед кем я выступаю сейчас, я гарантию даю, что качество преподавания, что в Бишкеке, что в Баткене, в Токтагуле, в Таласе, в Нарыне и так далее, в наших профессиональных колледжах и так далее, оно качеством нисколько не уступает. А по оснащенности информационными технологиями мы принципиально там сделали чуть выше даже, чем в Бишкеке. Я несу за это не просто административную ответственность. Меня с детства воспитывали не забывать вот это. Совесть. Совесть, честь дороже головы, я так бы сказал. В 1998 году имя Бориса Кубаева внесено в мировую энциклопедию в раздел «Наиболее известные руководители». В том же году он объявлен человеком года в США. Его барельеф высечен на стелле в городе Нью-Йорк. Борис Хамитович Кубаев увлекается публицистикой, им изданы повести и сборники стихов. Каждый раз с вами встречая, мы видим ваши новые книги. Вот опять на столе у вас книги лежат. Вы не устаете написать книги? А что я вам сделал плохого, что вы говорите, что не устаете? Это для меня без него я умру. Если я хотя бы до 2 часов ночи не сижу, не работаю, или наоборот, в 2 часа ночи на цыпочках прохожу в свой кабинет дома и продолжаю работать, без этого учитель не может быть учителем. Он, если перестанет постоянно пополнять кору головных полушарий учебной, научной, нравственной, совестливой информацией, влиять на своих учеников, это не учитель, это халтурщик. Поэтому я бы не сказал, что очень много. Но у меня 14 книг за последние 6 лет вышло. Насколько они доступны, понятны и ценны, это у читателя надо спросить. С моей стороны это будет совсем неудобно. Я извиняюсь, воспользуюсь вашим присутствием. У меня впервые вышла книга на английском языке. А вот это я хотел спросить. Я, поскольку сам англичанин, так я себя называю, я английскому языку отдал 34 года жизни. Я работал в нескольких странах. В нескольких странах я работал и везде пользовался только английским языком. Иногда, когда ругался по-кыргызски, все равно никто ничего не понимал. Мы в Японии в составе делегации Кыргызстана вели переговоры с Министерством иностранных дел Японии на предмет открытия японского центра в Бишкеке. Он и сейчас функционирует на улице Фрунзе. И когда эти переговоры закончились, меня спросил господин Яги, заведующий отделом Министерства иностранных дел Японии, что бы я хотел, где бы хотел отдохнуть, на море, куда-то, в ресторан и так далее. Я сказал, у меня одна просьба. Дайте возможность 1 час почитать лекцию в самом престижном университете Японии. И мы пошли, и когда мы зашли в зал, 400 человек встали. За кафедрой 8 микрофонов. Я прослезился. Простите за трогательность этого вопроса. Я, памятуя наше тяжелое прошлое, подумал, вот бы мать увидела этот фрагмент. Вот это очень. И когда мы вышли из этой лекции, японец не совсем удачно решил пошутить, что я, наверное, тяжело себя чувствовал, потому что даже вспотел. Я ему сказал,
Не потеет тот, кто не работает. А кто работает, тот должен потеть. А вы, я вижу, сухой. И пошел дальше. Борис Хамитович, у нас остается считанные дни, чтобы отметили 30-летний юбилей независимости Кыргызстана. Ваши пожелания тоже хотели слушать. Ну, я не хочу коротко так традиционно сказать то желаю. Я хочу буквально 2 слова сказать. Кыргызстан уникальная страна, и кыргызы уникальный народ. Это доказывает со времен Курманджан Датхи, Шабдана и так далее, какой путь прошли, в окружении каком живет Кыргызстан, будучи красивой страной. На нее готовы посягнуть кто угодно. Но если им удалось такое создать и в содружестве с другими народами наладить отношения, в первую очередь с русским народом и с другими вообще народами, то я одно пожелаю, чтобы вот эту приверженность к свободе, к порядочному развитию, чтобы сохранили. Сейчас есть опасность, это могут расшатать. Извне, прежде всего. Может быть, и изнутри найдутся какие-то. Но если мы такие страны будем расшатывать, то хороших людей на земле будет меньше. А чем меньше будет добрых, порядочных и грамотных, образованных людей, тем хуже будет мировая обстановка. Желаю всем нам, кто живет в Кыргызстане и кто в округах живет, мира, благополучия. Нам чего не хватает? Нам не хватает скромности, трудолюбия и меньше болтовни, все будет нормально. Я не такой, чтобы моя поэзия пошла в эфир, тем более Турция, мировая держава, хозяин Средиземного моря. Я несколько строчек: вдоль ровных киргизских дорог деревья стоят аккуратно. Кавказ мой отсюда далек, и вряд ли вернусь я обратно. Давно мне знакомый язык, давно мне знакомые лица. И я рад, что работаю и тружусь в этой столице. Sen kökte jete bikse bu aktalanı içinde Miyala kebek жылтырай таңа buzların üstünde Sen yıldızlara canaşa kalgalla senden alaşa Biyemin arı jaraşa kalay seyirse tamaşa Sen algasana tanata Cinyarta senden gün bata Sen giyiz dürklü ağarta Eteğin yaşıl patapa Orayda, orayda, rayda, orayda, rayda, orayda, 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 rayda, orayda, rayda, orayda. Senden sonra qaysı taudu ayrılık kıla aytılgan, başına bayrak tağılgan, beline gürek tartılgan. Senden sonra qaysı taudu ayrılık kıla bay bolgan, başı kış bolup, beli jaz bolup, eteklerinde jay bolgan. Orayda, orayda, rayda, orayda, rayda, orayda, 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 rayda, orayda, rayda, orayda. Üstünde vardı ak kolum, sen kışta jayda giyesi, gün bozulurga debresi, boran eterge süyesi. Güdari çuvak dursa da toxtamaydı boranın, kışta jayda erimeyle üstündeki buzların. Orayda, orayda, rayda, orayda, rayda, orayda, 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 rayda, orayda, rayda, orayda. Kış aylanı kılıçısa jay aylanı salkını, jomuşaklık etmesin ilce birikse halkını. Kesinbe gitmey çıkanla başkası bulmay der kalsa, sağ dünyanı başında tek belgili bir talsa.
toğay otlayla altın yüzlü giyikli seni başına çıkardılar gökekli kıvacı gitli Moskvadan Bursa'yla gelip seyrine karayla aynap çıktan kara suların Avrupa carayla orayla orayda rayda orayda rayda orayda 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 rayda orayda rayda orayda Эльбрус красавец смотрит сквозь тучи в белой папахе в синеву этой вершиной снежной могучей налюбоваться не могу орайда орайда райда орайда райда орайда 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 Военнослужащие военно-морских сил Азербайджана отбыли в иранский порт Энзели для участия в конкурсе «Кубок моря» армейских международных игр 2021. Азербайджан на Кубке моря будет представлен 2 сторожевыми кораблями. Столица Гагаузии, Молдавская республика, город Комрат, отметил праздник День города. С Днем города комратчан поздравила руководитель Башкан Гагаузии Ирина Влах. Добрый вечер, Комрат! Сколько вас много! Какие вы красивые! Это праздник людей, которые здесь родились, которые здесь работают и развивают наш замечательный город. Комрат – это большая и сильная семья, у которой огромные возможности и замечательные перспективы. Дорогие друзья, только от нас с вами будет зависеть, каким будет наш город через год, через 5, через 10 лет. Наши предшественники оставили нам замечательное наследство. И теперь нам нужно перенять только народную мудрость и замечательную работоспособность. Наши предшественники были сильными, потому что уважали друг друга и помогали друг другу. Теперь настало наше время показать нашим детям хорошие примеры достойного и мудрого поведения, передать нашим детям красивый и развитый Комрат. Комрат – это город, который нас всех объединяет. Комрат – это город, который дает нам возможность строить вместе и развивать наше будущее. Дорогой Комрат, с днем рождения! Дорогие комратчане, здоровья, мира, благополучия! Я вас очень крепко люблю. С днем рождения, Комрат! Первое в Турции средство предотвращения наводнений. Для предотвращения наводнений в бассейне Восточного Черного моря внедряется приложение «Полупроницаемый обратный водослив».
Реализованная впервые в Турции в Ризе нижняя часть модели будет удерживать грязь, такую как песок и гравий, а верхняя часть будет задерживать плавающие древесные объекты, такие как деревья, корни и ветви, предотвращая засорение ручьев, тем самым снижая риски наводнений. Государственный гидравлический завод DCI в Трабзоне, региональный директор Эмре Акчалы сказал: «Мы предотвратим превращение наводнений в судьбу, окутав реки в регионе, как паутина, плотинами».